В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ингушетии уже завершено благоустройство 11 общественных территорий из 23 запланированных. Преображены по 4 объекта в Карабулаке и Сунже, улицы Центральная в Зязиков-Юрте, Арчакова в Назране и Юбилейная в Малгобеке. На данный момент выполнено 47% от общего объема работ по федеральному проекту. Оставшиеся 12 пространств будут благоустроены до 1 декабря текущего года. Сборник «Зеленая аптека Пуя» планируют создать в Ингушетии, сообщается в телеграм-канале школы каменщиков-реставраторов «Наследие». Работа ведется совместно с фитотерапевтом Русалиной Селентай. Она 2 года исследует растения Асинского ущелья. В сборнике будут представлены лекарственные травы, растущие у башен в Нижнем Пуе, секреты народной медицины, рецепты и советы по лечению разных болезней. Минцифры России запустила новый федеральный проект «Код будущего. Искусственный интеллект». Теперь школьники 8-11 классов и студенты колледжей смогут пройти курсы по искусственному интеллекту с нуля. Дети смогут освоить основы анализа данных, машинное обучение, программирование на Python и создание чат-ботов. Курс длится 54 академических часа. Прошедшим его выдается сертификат. Подать заявку можно на портале госуслуг. Обучение проходит дистанционно. В Госдуме предложили выплачивать учителям по 1 миллиону рублей, если они проработали в школе хотя бы 10 лет. Сертификат на учительский капитал можно будет потратить на погашение ипотеки или первоначальный взнос, на образование и формирование пенсионных накоплений. За производство и оборот алкоголя и табака без маркировки введут уголовную ответственность. Такой законопроект одобрил Совет Федерации. Ранее за эти нарушения действовала только административная ответственность. В документе также уточняется, что будет являться правонарушением. В частности, немаркированные будут считать продукцию, на которой не нанесены коды маркировки. Согласно принятым нормам, наказание за это нарушение составит до 3 лет лишения свободы либо штраф до 500 тысяч рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Срок действия электронной визы для иностранцев, въезжающих в Россию, увеличат вдвое с 60 до 120 суток. Электронная виза позволяет неоднократно въезжать в Россию с гостевым или деловым визитом в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Оформить такую визу могут граждане 64 государств.